С утра к памятнику репрессированным в Сухуми возложили цветы спикер парламента Валерий Кварча, секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба, первый вице-премьер Беслан Джопо и другие члены правительства, а также представители общественности. За годы советской власти политическим репрессиям подверглись тысячи людей. В период большого террора Абхазия понесла огромные потери. Ирина Вардани – одна из тех, в чью судьбу жестоко вмешалась сталинско-беревская система. В 30-е годы был репрессирован ее отец, председатель Сухумского горсовета Анатолий Вардания, вслед за которым арестовали и мать. Репрессиям подверглись также братья и близкие друзья отца. За это время, пока он работал, были построены 2 корпуса. Старый корпус Дома правительства, гостиницу Абхазии начали строить, коммуникации, железная дорога. Но они не успели. Они в своих неполных 30-35 лет были расстреляны и унесли свой потенциал с собой. Маму арестовали, она 5 лет по тюрьмам скиталась. Я за это время меня воспитывали родственники в Очимчиле. Был такой Сократ Тарпа, его жена, папина тетя. Я там закончила школу, мы с мамой здесь приехали. И вот так и живем в памяти. А память о нашей, у меня внуки взрослые уже, и папа мой, память о нем у нас в доме навсегда сохраняется. Они гордятся, что у них был такой дедушка. Киазыму Якубу Глы было 10 лет, когда всю его семью выслали из Абхазии в далекий сибирский город. Выживать приходилось в тяжелых условиях. Нас поселили в такой домик, знаете, там морозы достигали зимой до 50 градусов. Такие маленькие домишки, двойные рамы, посередине мох. И мы, значит, там стали жить. Я все помню, от и до помню. Голод, холод, кушать нечего, ничего нету. Мама варит свеклу. Свекла, значит, 3 штуки положили в чугун, а на сколько детей? А свекла что даст? Ничего. И вот мы, некоторые умирали, некоторые, катастрофа была. Годы сталинских репрессий – одна из самых страшных страниц в нашей истории. В 30-е и 40-е годы 20 века в Абхазии было репрессировано около 7 тысяч человек. Пик репрессий абхазского народа приходится на 1937 год. Обстановка осложнилась после того, как был отравлен председатель Центрального исполнительного комитета Абхазской ССР Нестор Лакоба. Сначала он был похоронен с почестями, а затем объявлен врагом народа. После этого была репрессирована значительная часть политической, научной и творческой интеллигенции республики. Таким образом, культ личности Сталина нанес огромный ущерб экономическому и культурному развитию Абхазии. Эсма Голанзе, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.